Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. События в Казахстане и их неожиданный поворот заставило меня выступить как лидеру старейшей партии Кыргызстана Эркин Кыргызстан, со следующим заявлением. Дорогие руководители Кыргызской республики, господин президент Садыр Джапаров, председатель ГКМБ Камчек Ташиев, другие лидеры государства, ни в коем случае не вздумайте посылать киргизские войска в Казахстан. ОДКБ не для того создавалось, наверное, чтобы подавлять выступления народов внутри стран, членов ОДКБ. Все-таки, наверное, их основное направление – это внешнее направление. Но вот так создавать прецедент – это страшно. Завтра могут также войска ОДКБ вступить на территорию Кыргызстана, на территорию Белоруссии, России. Разве это нужно? Каждое государство должно решать свои проблемы путем диалога народа со властью. Если не способна власть идти на диалог с народом, то эта власть должна уйти. Но ни в коем случае обращаться к другим государствам, чтобы они дали свои войска, чтобы подавить протесты своего народа. Я понимаю, события потеряли контроль именно в Алматы. Это бывшая столица Казахской республики. Но из-за кучки провокаторов не стоит вводить чужие войска и проливать кровь своего народа. Я вот обращаюсь к руководству Казахстана. Отправьте назад российские войска. Обращаясь к руководству Беларуси, не стоит вводить белорусские войска в Казахстан. Зачем смерть казахского народа? Зачем смерть простых белорусских и российских солдат? Я вот хочу обратиться, что если так хотите помочь Казахстану, то давайте, вот, чтобы покончить с провокаторами, направьте лучших оперативников, лучших следователей в Алматы в качестве помощи. Это позволяет международные договора между нашими странами. И найти провокаторов, которые бесчинствуют, которые используют любую ситуацию для того, чтобы поссорить народы бывшего СССР, чтобы путем пролития крови сохранить власть своего клана. Зачем это нужно вам, другим государствам, послать своих ребят на верную смерть? Лучше давайте пошлем следователей, оперативников. Пусть они найдут этих провокаторов. И пусть они будут осуждены по самому суровому закону, можно сказать, военного революционного времени. Потому что они дестабилизируют ситуацию. Они хотят путем пролития крови, разжигания ненависти между властью и народом добиться своих целей, узкокорыстных, узкоклановых целей. Непростительное убийство солдат, которые выполняют приказы. Непростительное мародерство. Это уничтожение государственных объектов. Это все дело рук провокаторов. Я знаю, что народ вышел с другими желаниями, с другими протестами, с другими заявлениями. Вот эти протесты, вот эти заявления надо решать. Но ни в коем случае путем ввода чужих армий. Господин Токаев, вы профессиональный дипломат, я тоже дипломат. Разве стоит пролитие крови вот то, что власть не справляется со своими обязанностями? Идите на диалог с народом, решайте их проблемы. Вы, как дипломат, сумеете решить эти проблемы, но ни в коем случае чужими штыками, пролитием крови собственного народа не решайте этот вопрос. Народ, история не простит этого. Уважаемые руководители Кыргызской республики, ни в коем случае не вводите кыргызские войска в Казахстан. Это будет непростительно. Это будет огромный минус в вашей работе. И самое опасное, то, что этот прецедент может распространиться на другие государства, на другие народы. Завтра такая ситуация может потребоваться в России, Беларуси или опять в Кыргызстане. И вы хотите, чтобы войска чужих государств пришли и на штыках установили или защитили порядки власти? Стоит эта власть кровопролития народа? Я помню, как мы в 1986 году, это молодая интеллигенция Кыргызстана, еще был Советский Союз, выступали против введения войск в Алматы в связи с тем, что казахская молодежь восстала против Колбина.
тогдашнего первого секретаря Казахстана. И тогда мы пытались выехать из Казахстана. Но тогда пришел приказ из Москвы, и наш первый секретарь Компартии, коммунистов, Тудахмет Субалиев, срочно мобилизовал все ресурсы государства, в том числе Комитет национальной безопасности, горкомы партии, всех, чтобы остановить кыргызскую молодежь, чтобы она не ушла помогать казахской молодежи. Нас тогда еле остановили. Нас, это имею в виду и в Бишкеке, в Аше, везде, где кыргызская молодежь хотела поддержать движение Желтоксан. Я знаю, что казахи сильно переживали, когда 3 раза у нас были революции или дворцовые перевороты. Как не называть это, но казахи нас поддерживали. Это я знаю. И вот сейчас, когда казахский народ нуждается в поддержке, а мы будем молча наблюдать, как войска ОДКБ входят в Казахстан и расправляются с народом, это будет непростительно. Воздержитесь от применения силы. Воздержитесь от использования чужих армий. Это Казахстан. Это дело казахов. А с провокаторами, с преступниками надо жестко поступать. Но не с народом. Надо решать те протесты, те жалобы, заявления, с которыми выступает народ Казахстана. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху.